Здравствуйте, открываем вечерний эфир телеканала «Осетия и Рыштон». Сейчас самое время обсудить интересные факты и встретиться с компетентными людьми. А еще самое время представить ведущих сегодняшнего эфира Алану Гадзацеву И Дзырасу Караеву. Британский психолог Клифф вывел формулу, согласно которой третий понедельник января, то есть сегодняшний день, самый депрессивный день в году. А по мне так самый депрессивный – это прошлый вторник, когда люди вышли на работу после долгих выходных. Ты что об этом думаешь? Я думаю, что мы здесь не для того, чтобы вгонять себя и других в депрессию. А наоборот. Поэтому дальше по новостной повестке. Да, на выходных в нашей стране отметили Старый Новый год, уникальный праздник для нашей планеты. Дзыр, ты отмечал вообще Старый Новый год и как относишься к этой дате? Я к дате отношусь с уважением, но в процесс я не особо вовлечена. Мне хватило оригинального Нового года. Ну, я, в общем-то, тоже люблю Старый Новый год и не прям так широко его отмечаю, но, тем не менее, это такой последний шанс еще немного побыть в атмосфере новогоднего чуда. Ну да, и вообще это такое семейное чудо. Это единение за салатами, за просмотром старых советских мелодрам. Ну и не только советских, да. Ну а в 2024 году, мне кажется, это Новый год в превосходной степени семейный праздник, поскольку на уровне главы государства год объявлен годом семьи. А цель – это популяризация госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Так говорится в указе президента Путина. И план основных мероприятий года семьи уже утвержден правительством. Программа мероприятий охватывает 89 российских регионов и рассчитана на взрослых и детей самого разного возраста. И сейчас ведется разработка планов мероприятий во всех субъектах, в том числе и в нашем. Да, кстати, Оргкомитет года семьи представил официальный логотип и фирменный стиль, разработанный командой «Национальный приоритет». Изображение сердца из двух половинок показывает две судьбы, которые создают семью, когда люди принимают решение быть вместе, чтобы продолжить жизнь и передать ее другим поколениям, рассказал генеральный директор, член Оргкомитета года семьи София Малявина. Ну, а цветовое решение логотипа откликается в душе многих ностальгическими цветами именных бирок розового и голубого цветов, которые надевают малышам в роддомах сразу после рождения. Да, даже нахлынула на меня какая-то ностальгия. Ну, есть чему нахлынуть. Где молодые семьи, там и необходимость в собственном жилье. К слову, в 2023 году меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий были оказаны 93 семьям в нашей республике. Такие данные приводит Минстрой. В каждом районе Северной Осетии молодые семьи получили жилищные свидетельства. В Владикавказе счастливыми обладателями субсидий стала 21 молодая семья. В Алагирском, Правобережном и Ордонском районах по 13 молодых семей получили жилищные свидетельства. В Моздокском районе 11 семей, в Пригородном 7, в Дегорском 6 молодых семей и в Иравском и Кировском районах 4 семьи. Право на получение выплаты имеет молодая семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Также семья должна быть нуждающейся в улучшении жилищных условий. Социальная выплата представляет собой от 30 до 35% от расчетной стоимости жилья. Ну, очевидно, что в 2024 году будут дополнительные меры поддержки семьи, а вот какие именно, узнаем у нашей гости Алины Айдаровой, министра труда и социального развития нашей республики. Здравствуйте, Алина Казбековна. Добрый вечер. Здравствуйте. Можно я поздравлю сперва Пожалуйста. Гостю со всеми прошедшими праздниками? Вы успели отдохнуть за это время? Конечно, я успела отдохнуть и отдыхала вместе со своей семьей. Так, а по работе соскучились? Ну, работа, кстати, и у меня была и выходные праздничные дни. Я посетила наших молодых мам в роддомах, которые родили первенца. То есть первые дни Нового года у них родились малыши. Да, как правило, с этого начинается новогодняя повестка. И как вам? Наши новые граждане. Ну, это всегда приятно бывает. Бывает приятно поздравить с таким важным событием, наверное, в жизни любого человека, любой женщины. Ну и события для семьи, наверное, это тоже такое важное, когда появляется тем более первенец.
Ну и заодно я узнала о том, как они проинформированы о нашей новой мере социальной поддержки, которую озвучил глава республики в ходе прямой линии с гражданами еще в прошлом году, в конце прошлого года. Мы вместе с сотрудниками роддомов договорились о том, что они проактивно будут информировать наших мам о такой мере социальной поддержки. Ну вот оцените уровень информированности рожениц. Они, если честно, немного смущались. Так. Ну, это, наверное, понятно. В то же время, да, они подтвердили, что получили наши памятки, знают уже, какие документы нужно и куда принести. В принципе, процедура максимально проста. Эта выплата будет осуществляться без каких-либо критериев нуждаемости, то есть мы не будем оценивать ни доход семьи, ни там имущественное положение, а просто сам факт рождения первенца у молодой мамы в возрасте до 25 лет включительно. Для того, чтобы получить эту выплату, мама уже сможет заявление заполнить, ну, либо в роддоме еще находясь, либо уже после выписки. Заявление заполняется, к заявлению необходимо приложить паспорт свой, да, ну, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка и дать нам сведения о реквизитах счета, открытого в банке. И, в принципе, все. Вот эти документы может принести, по идее, не сама мама, так как она будет, естественно, занята с малышом первое время, а может в наше управление социальной защиты населения, которые у нас во всех районах имеются республики, принести, ну, ближайший, наверное, родственник, папа там или кто-либо другой, кому она доверит это сделать. Это речь идет о республиканской выплате? Это выплата, да, единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. Ну, мы считаем, что эта помощь очень актуальна, тем более это молодые семьи, которые, наверное, еще не имеют стабильного заработка, не работают, возможно, супруги еще. И поэтому данная мера в дополнение, конечно же, к федеральным мерам социальной поддержки будет актуальна. И не лишняя. И не Алана, лишняя, да. вот как тебе кажется, мне, например, ощущается, что такие два подарка получить в новогоднюю ночь — это просто предел желаний Ты женских. имеешь в виду и ребенка, и выплату? И выплату, да. Но еще такой момент. А вот верно ли, что... Я просто прочитала где-то в статье, что с 2015, кажется, года наша страна, она так плавно погружается в демографическую яму. И мы все пытаемся из нее выбраться. И вот этот год семьи, он призван как бы нас оттуда вытащить. Вот по настроению этих молодых мам. Обычно в роддомах спрашивают, когда выписывают рожениц, когда в следующий раз, когда придете за вторым там, или за мальчиком, или за девочкой, ну, в зависимости от того, кто родился. Вот их настроение вы для себя считали? Как скоро они вернутся? Ну, я же говорю, наверное, они пребывают в таком каком-то еще, ну, где-то стесняются, где-то растеряны, может быть, да. Когда появляется первенец, любая женщина бывает вот в таком состоянии. Ну, все зависит, конечно, и от государственной политики, которая будет проводиться в отношении семей с детьми, ну и от самих граждан, насколько будут эти семейные традиции, ценности вкладываться сейчас и в молодое поколение. Наверное, от этого будет зависеть их желание прийти снова, да, чтобы как можно больше детей появлялось у нас в стране, в нашей республике. Да, демографическая яма на самом деле имеется, то есть сокращается количество женщин репродуктивного возраста в эти годы, и поэтому и рождаемость падает. Но всегда за каким-то снижением всегда идет рост. Ну и плюс, конечно же, проводимая государственная политика будет влиять на эти процессы. Я могу сказать, что в рамках проведения Года семьи уже в утвержденном плане мероприятий есть такое мероприятие, как формирование стратегического документа по семейной и демографической политике до 2030 года. То есть какой-то вот такой документ, он родится в этом году, стратегический документ. Это озвучила Татьяна Алексеевна Голикова уже. И, ну, естественно, совершенствование мер социальной поддержки семей с детьми, установление, может быть, новых, пересмотр старых, да, то есть вот эта работа будет проводиться
и не только в этом году, как что вы даст понимаете, именно, да? какие изменения привнесет появление этого документа, какие возможности он откроет? Вот, то есть более системно видеть картину? Более системно, может быть, будет, естественно, проведен анализ, да, где нужно усилить меры поддержки. Может быть, вот сейчас упор делается, кстати, глава республики с этой мерой соцподдержки, на самом деле она такая актуальная. Сейчас очень много делается для того, чтобы стимулировать рождение именно первых детей в молодых семьях. И на федеральном уровне, возможно, что-то будет. Нам сейчас пока сложно судить, что в этом документе. Но одно могу сказать точно, что уже в этом году на федеральном уровне будет определен статус многодетной семьи. То есть его сейчас устанавливают субъекты на своем уровне. Например, у нас многодетная семья – это семья, которая имеет 3 и более детей в несовершеннолетнем возрасте, то есть до 18 лет. Вот у нас определена семья так многодетная. В других субъектах может быть и так, а может быть и немножко по-другому определяется многодетная семья. То есть единого подхода к статусу многодетной семьи на федеральном уровне его нет пока. И вот в ближайшее время, я думаю, в первой половине этого года этот статус будет определен, и, возможно, будут определены какие-то и меры социальной поддержки новые для многодетных семей на федеральном уровне, ну и они будут спускаться на региональный уровень. Угу. Ну, семья — это люди разного возраста. Это младшие, это зрелая часть семьи и, ну, собственно, работающая часть семьи. Да. И нужны, соответственно, разные подходы к каждой возрастной категории. Вот какие есть, про детей мы поговорили, может быть, вы хотели бы что-то добавить по поводу поддержки детей, но и другие возрастные категории. Это, ну, собственно, работающие люди, да, которым зачастую не хватает времени на самих себя, и они живут только тем, чтобы обеспечить младших и гармоничную жизнь там, своим старшим дать возможность. Ну, здесь, наверное, в первую очередь поддержка здоровья граждан именно этого возраста. Мы на самом деле забываем о себе зачастую. И вот в этом плане мероприятий и в нашем уже проекте плана на республиканском уровне запланированы такие мероприятия по поддержке здоровья граждан, имеющих детей, может быть, планирующих ребенка, да, Это тот самый план, ребенка. который в себя включает 7 блоков, да? Да. Придется вам рассказать обо всех подробно. Ну, может быть, не все вспомню, но во всяком случае у нас сейчас идет активный процесс формирования этих мероприятий. Ну, в первую очередь, это, естественно, наиболее значимые крупные события, которые проводятся, в принципе, не только в год семьи, а вообще каждый год мы их проводим. Ну, естественно, будет торжественное открытие года семьи у нас в республике, которое запланировано в период с 24 января по 4 февраля. То есть будет торжественное событие. Затем наши мероприятия, там, День матери, День семьи, любви и верности, да, День отца мы попробуем в этом году отметить. То есть, Почему так не уверены? Ну, потому что мы его ни разу еще не проводили, А вот с чем в этом это было году, связано? ну, как-то этот Не было праздник, запроса? Да, праздник как-то Не было такой традиции. Да, традиции не было, но в этом году мы его запланировали. Затем мы всегда в течение года определяем семьи, которые участвуют в различных номинациях. Это есть такой конкурс «Семья года». Там молодая семья, допустим, сельская семья, семья, которая, ну, они являются золотыми юбилярами, допустим, прожили в браке многие годы. Вот, то есть вот эти семьи будем определять. Ну и потом про мероприятия понятно, то есть мы их проведем и будем проводить, конечно же, это делается в целях, опять-таки, популяризации семейных ценностей, традиций, чествования матерей-героинь, да, то, что у нас тоже всегда бывает. Ну и второй блок, он, наверное, более такой, скажем, ну, не торжественный, возможно, но больше имеет пользы практической, да. Это совершенствование мер поддержки для семей с детьми.
в разных отраслях, по сути, не только в системе социальной защиты, но и в системе образования, там, в системе здравоохранения, совершенствование инфраструктуры наших учреждений, всех, да, которые, в принципе, работают для этой категории. Начиная, наверное, с поликлиник. И поликлиники, и школы, детские сады. То есть сейчас, по сути, государственная политика так и выстраивается, да, то есть чтобы во всех сферах жизни совершенствовалось все, там, проводились ремонты, строились новые объекты. Да, ну, допустим, по нашей сфере, что я могу сказать? У нас недавно открылся семейный многофункциональный центр, вы слышали. То есть этот центр призван решать все вопросы семьи, возникающие по принципу одного окна. Мы постараемся эту работу выстроить. Пока что мы только начинаем это делать. В текущем году у нас открывается отделение тоже семейного МФЦ. То есть если это семейный республиканский, да, центр, то еще откроется отделение на базе комплексного центра соцобслуживания в промышленном районе. Вот. Ну, в сфере образования, вы знаете, да, там масштабно идут мероприятия по капитальному ремонту школ. Сейчас слышали уже что-то по детским садам будет реализовано. В здравоохранении то же самое. То есть вот эти мероприятия, они будут улучшать и инфраструктуру, и меры поддержки. Мы со своей стороны планируем как-то вот больше информировать население. Вот мне все равно кажется, что мы где-то ну, не дорабатываем в Да, этом потому плане. что, согласно последнему опросу, я не говорю о том, что вы не дорабатываете, я говорю о том, что вот, исходя из данных в ЦИОМ, 7 из 10 опрошенных россиян считают крепкую семью наиболее важной ценностью, но остается еще тройка. Есть над чем работать. Ну, наша задача информировать о всех мерах соцподдержки, чтобы люди понимали, чтобы они знали, куда, зачем, когда нужно обращаться, с какими документами. То есть, ну, например, по своему ведомству хотим создать чат-боты, может быть, какой-то социальный навигатор по республике создадим общий. Это очень удобно для граждан. Вот работаем сейчас над этим. Хочется, чтобы людям было удобно. Просто и понятно. Да, просто и понятно. И, ну, качество, конечно, наших услуг. То, что касается семей с детьми, вообще могу отметить, что во всех мерах соцподдержки всегда приоритет отдается именно этой категории. Допустим, даже заключение того же самого социального контракта. Мы всегда отдаем предпочтение семьям с детьми, там, многодетные семьи. Проведение наших различных мероприятий, оздоровительная наша кампания, естественно, да, это охват детей, именно там, попавших в трудную жизненную ситуацию, вот из таких категорий. Дети участников специальной военной операции, тоже это приоритетная категория во всех ведомствах, по сути. Ну, то есть стараемся вот так охватывать как можно больше людей и семей с детьми, чтобы... И вот как было верно отмечено Баталиной Ольгой Юрьевной недавно на совещании, когда вот она озвучивала как бы требования к торжественному открытию Года семьи, она сказала, что все семьи субъекта должны почувствовать это мероприятие, должны знать, что вот открывается такой год, пусть это будет торжественно, но в каждом районе республики мы планируем провести какие-то мероприятия там, в различных форматах, ну и плюс республиканское торжественное будет мероприятие. Ну а вот первые мероприятия в рамках Года семьи, вот уже такие полномасштабные, когда их ожидать стоит? У нас расписан план. Торжественное, повторюсь, будет после 24 января. Мы пока дату не определили, но определим это до 4 февраля. А затем уже поступательно начнем этот план реализовывать. Там, в принципе, каждый месяц охвачен какими-то мероприятиями. В рамках там, сферы культуры, спорта, образования будут проводиться различные конкурсы, спартакиады, творческие какие-то конкурсы. То есть мы должны совместно с другими ведомствами дать возможность семьям проявить себя в различных... Тем более нам есть что показать на самом деле. У нас много замечательных семей и династических семей. Да? То есть ну, нужно просто это популяризировать и показывать о достижениях каждой семьи, рассказывать, показывать. Когда мы говорим о семьях, мы в том числе
включаем в эту категорию и неполные семьи, правильно? Конечно, конечно. То есть у меня такое ощущение, что там женщины, воспитывающие своих детей в одиночку, они чувствуют как будто бы вот эту свою, могут почувствовать свою какую-то невовлеченность и вытекающую отсюда неполноценность. Но это никаким образом не так. Конечно, как раз-таки наши органы социальной защиты будут в течение года работать именно с такими семьями, да, то есть наша задача поддержать. Есть приемные семьи, да, тоже о них не надо забывать, есть неполные семьи, разные категории, и мы должны, вот как раз соцзащита будет работать Женщины и именно... мужчины, вот, Да, поправочка. а бывают, да, и мужчины у нас есть, кстати, у нас есть такие примеры, когда мужчина воспитывает сам детей. Вы сказали, что поставлена задача, чтобы ощутимо вот прошел этот год семьи, но мы можем так вот поступательно наблюдать, как количество мер поддержки в адрес семей с детьми в том числе, постепенно увеличивается. Но, как вам кажется, да, при том, что, мне кажется, сегодня мы наблюдаем за последнее время беспрецедентное количество мер поддержки семей, но, тем не менее, год семьи предвещает еще большее количество. Вот как вам кажется, какие остались вот эти ниши, которые еще не заполнены и которые необходимо заполнить, на что стоит обратить внимание вот в рамках, воспользоваться, скажем так, вот отличным случаем год семьи, чтобы какие-то проблемные нюансы, которые оставались, решить? В каждом субъекте, мне кажется, различные проблемы. Может быть, вот этот стратегический документ нам даст ответы на эти вопросы. Да? Мы для себя не ставим целью увеличить количество пособий или льгот. То есть иногда это приводит, наоборот, к отрицательному эффекту, когда, извините, будем откровенно говорить, иногда семьи, находясь в трудоспособном возрасте, я имею в виду маму и папу, просто ожидают получения этих пособий. Так, на мой взгляд, не должно быть. Поэтому и было введено правило нулевого дохода, когда семья, где трудоспособные члены семьи должны иметь доход какой-либо, да? Но начинается там, почему у нас и разводы увеличились, и статистика говорит, что это зачастую происходит из-за того, что, чтобы получить пособие, люди идут на такие шаги. То есть задача государства сейчас не завалить семьи пособиями, да, там, в каком-то прогрессирующем значении, там, размеры увеличивать и так далее, а наоборот поддерживать именно нуждающиеся семьи, которые на самом деле нуждаются. Там есть свои, да, там нюансы. Допустим, многодетная семья может кто-то из родителей не работать, если там в семье нужен уход за ребенком-инвалидом, тоже, да, там послабления идут. То есть, да, вот именно политика должна выстраиваться таким образом. Это вот цепочка такая, да, это количество людей должно быть охвачено, да, социальными работниками, то есть теми, кто отследит данную конкретную семью. Может быть, это учитель в школе, может быть, это участковый врач. То есть это разные совершенно могут быть люди. Конечно, конечно. Есть ли вот эта единая система, куда бы эта информация могла сливаться? Да. Сейчас межведомственное взаимодействие позволяет получать сведения о каждой семье, о каждом там, члене семьи в достаточной мере. Там, и с налоговой, да, нам поступают сведения с пенсионного фонда, пенсионного и социального страхования. С различных ведомств стекается эта информация, и уже на основе этой информации делаются соответствующие решения, принимаются. То есть оказывать меру соцподдержки или не назначать ее. То есть, да. Занятость также это такая проблема, которая должна также включаться в этот план мероприятий, да, предоставление рабочих мест, где хотят, допустим, реализовывать себя граждане. Плюс наша вот система заключения соцконтрактов, она, по сути, тоже хороший механизм поддержки семей. Поэтому тут каждый, наверное, должен выбирать, что ему лучше, какую меру соцподдержки получить. На мой взгляд, сейчас не надо, опять-таки повторюсь, наверное, бежать за мерами соцподдержки и устанавливать их там в каком-то, чем больше, тем лучше, да, то есть здесь нет, здесь надо уже подходить именно с какой-то качественной стороны, именно охватить нуждающихся,
Ну, а те, которые себя уже реализовали, они должны просто своим примером показывать, рассказывать, помогать. И, по сути, наша республика, это традиции все-таки, они имеют место быть, когда мы всегда приходим на помощь, да, всегда и соседям, близким, родственникам. То есть мы всегда друг друга поддерживаем. И вот это именно нужно культивировать и передавать нашему молодому поколению. Вот вы так красиво зафиналили нашу беседу, вы как почувствовали, что мы уже перебираем эфирное время. Вам огромное спасибо Вам за тоже. исчерпывающую беседу. Спасибо, И успехов девочки. вам в вашей работе. Спасибо. Ну а мы прервемся на рекламу по старинке, не переключайтесь. Стоит поговорить и о наследии предков. Ну, тем более, что повод более чем интересный. Ученые Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН раскрыли состав металлических предметов и украшений из стекла на основе анализа многочисленных артефактов аланской и кубанской культуры. Исследование проводилось в соответствии с грантом Российского научного фонда, а все интригующие детали обсудим с гостями нашей студии. Здравствуйте. Спешим к вам. Преодолевая препятствия. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, с прошедшими праздниками. Взаимно. Сегодня у нас очень интересная тема. Тамерлан Таймуразович, Владимир Тамуразович, спасибо, что пришли к нам. И прежде всего хочется спросить о том, как возникла идея такого исследования, в чем актуальность была этого исследования. Тамерлан Таймуразович, с вас начнем. Ну, идея – это идея Хасана. Он как-то пришел к нам в лабораторию и сказал, что, значит, в археологии сейчас насущный вопрос – это исследовать состав археологических артефактов на новом, более высоком уровне. До этого было проведено много исследований химического состава. Но сейчас необходимо установить не только химический состав, но и, значит, распределение элементов по археологическому артефакту. Значит, какова атомная структура этого артефакта, какова его морфология, значит, каким образом происходило соединение разнородных материалов, скажем, стекла и металла. Это все актуальные вопросы, которые, значит, как говорил Хасан, они позволяют выводить археологию на новый уровень. Это и сложные задачи с точки зрения физиков. То есть мы занимались в своей лаборатории, значит, совсем другими проблемами, но связанными именно с материаловедением. И поэтому тут как бы звезды сошлись, и вот родилась идея создать совместный грант, который бы объединял археологию и физику. Ну, то есть тема такая пограничная. Там Да. и история, археология, тут и физика, и химия в том числе. Вот скажите, какие специалисты потребовались для работы над этим проектом? Потребовались физики, химики, технологи, материаловеды. То есть это обширная тема, как бы сказали, на стыке наук, которая может дать и дает какие-то новые прорывные результаты. А в чем вот прорывной именно такой эффект? Для нас, для всего Да, астинского чтобы- и российского, и мирового сообщества. Ну, это эти археологические находки, это Хасан, он, значит, расскажет более подробно и более качественно на эту тему. Я лишь могу сказать, как физик, что уже в то время, в глубине веков, люди могли делать довольно уникальные вещи. Даже вот с нашей точки зрения. Например, если брать легирование так называемого материала, значит, это по какой-то уникальной методике все это проходило. Кроме того, вот межфазные границы раздела двух разнородных материалов – это вот современные так называемые нанотехнологии. Оказывается, и тогда это было возможно. То есть тут как бы происходило обогащение не только археологии, но и физики. То есть мы для себя, значит, поставили новые вопросы о том, чтобы каким-то образом вот эти технологии
понять. Ну, пожалуйста, тогда вам слово. Почему? Больше деталей. Да, детальнее. Ну, Тамерлан Таймуразович, как всегда, очень скромен, поэтому он не сказал, может быть, о том, что на самом деле начиналось не с меня, конечно же, с простого научного сотрудника, а проходило наше общее заседание, ну, не общее заседание, нескольких специалистов Владикавказского научного центра. Заседание вели руководители Владикавказского научного центра, это Алексей Чебиров, это Кусраев Анатолий Георгиевич, Вера Сергеевна Батурова, начальник нашего отдела ЦСАИ Тамерлан Казбекович Салбиев, и вот мы. И там несколько задач руководством ставилось активизировать и какие-то вот новые исследовательские проекты предложить. И постепенно в ходе этого обсуждения были несколько направлений отработаны, и вот это как раз оказалось благодаря участию активному Тамерлана Таймуразовича, собственно, и получилось. Ну, а для вас, собственно, участие в этом проекте, что значит, что оно вам дало и ну, что для себя, может, открыли? Ну, мы, как мне кажется, подошли достаточно широко и отработали по всему фронту. Вот, тем более такое нам оказали как бы доверие Московской академии наук, грант РНФ. Поэтому мы сделали довольно много анализов. То есть взяли несколько ландшафтных зон, высокогорье, находки археологические, которые были сделаны в высокогорье, в средней горе и предгорная зона. Кроме того, там были артефакты из раннекабанских комплексов, протокабанская культура, позднекабанская, начало скифского времени и аланская. Если по могильникам, то это материалы из наших раскопок Адайдонского могильника, это Зарамакская котловина, Николаевского могильника, Бесланского катакомного аланского могильника, Зингинское городище, ну еще несколько, всех я не буду упоминать, около 50 анализов было сделано. Большая часть из них была сделана в лаборатории и непосредственно Тамерланом Таймуразовичем. А часть образцов, часть анализов сделал наш хороший коллега Сергей Владимирович Хаврин из лаборатории Государственного Эрмитажа. И, собственно говоря, действительно, результаты, скажем, действительно во многом нас удивили. Так, впервые для северного склона главного Кавказского хребта, я имею в виду археологические материалы, были вскрыты новые рецептуры металлов. Кроме того, впервые, например, были получены векторы развития готового металла конкретно вот из высокогорья Северной Осетии на Ближний Восток, в Переднюю Азию, даже частично в Междуречье и на север в Поволжье и вплоть до Подунавья, вплоть до территории, скажем, Венгрии. То есть в третьем-втором середине первого тысячелетия до нашей эры Кавказ и, в частности, территория Горной Осетии, они в каком-то плане были монополистами не только по изготовлению изделий, но и часто по поставкам тех или иных металлов. В частности, по сурьме. По сурьме очень мало было исследований в принципе. Даже многие археологические направления научные, они считали, что сурьма не важна как археологический источник. А наши исследования показали, что там просто удивительные вещи. Во-первых, были выяснены, что эти предметы из сурьмы, их очень много, и они очень активно использовались для создания, скажем так, инсигний, церемонально-парадных каких-то предметов. Если бы вот вы презентацию нашу включили, мы бы вам показали, там довольно интересные вещицы. То есть это навершие булав, вождей, это какие-то символы власти жрецов, довольно живописные части. Для их изготовления не нужна классическая бронза. Там 10, 12, 15% олова в меди, потому что это довольно дорого. Это стоит несколько вагонов древесного угля плюс металл. И они их делали из сурьмы, которая очень быстро плавится
и, скажем, принимает любую форму вот этой символа власти, инсигнии, украшений там и так далее. Еще одним итогом, и вот эта сюрма, она поставлялась очень широко отсюда. Еще одним из итогов стало то, что, оказывается, рецептуры для предметов, в зависимости от их инструментальной принадлежности, были очень различные. Ну, например, если надо сделать боевой топор или копье, или нож бронзовый, то применялась рецептура мышьяк, медь и немножко сурьмы. То есть там олова вообще нету. Если нужно, при этом вещь получалась очень прочной, служила достаточно долго и одновременно вязкая, то есть не ломалась, не такая хрупкая. Ну, в принципе, об этом можно долго говорить, но, может быть, у вас есть Да, у какой-то нас есть другой вопрос. Вот в чем основная была, наверное, давайте, Тамерлан Темирович, вас я спрошу, в чем основная сложность была этого проекта? Насколько, ну, технически, Да, вот, кстати, с по научной, да, точки лабораторным зрения исследованиям были подробнее, готовы, пожалуйста. да, к этим исследованиям? Ну, я-то не был готов к таким исследованиям. Это пришел Хасан и вот, значит, заговорил на эту тему. А я в это время готовил свой проект, как раз-таки РНФовский. Но когда я вник в суть этого проекта, я все отложил, потому что это все-таки наша история, память предков. И сложность заключалась в том, что вот эти археологические артефакты, они, значит, очень долгое время, века пролежали в земле. И, разумеется, они очень сильно повреждены временем, окружающей средой. И вот нужно было понять, где же первоисточник этого материала, а где то, что было привнесено уже в процессе воздействия окружающей среды и времени. То есть с научной, с технической точки зрения это фактически разработка новой методики изучения археологических артефактов. Это отдельная большая задача. Другая проблема, тоже не менее серьезная. Зачастую археологические артефакты – это уникальные объекты, которые нужно исследовать таким образом, чтобы они не были повреждены. А многие методы анализа, они, как правило, разрушающие методы. И поэтому нужно было, с одной стороны, исследовать, получить как бы трехмерную томограмму объекта, а с другой стороны, оставить его в первозданном виде. Это отдельная большая методическая задача. Ну и по ходу исследований возникали, значит, там, разумеется, масса проблем, которые необходимо было решать. И мне кажется, вот создан очень неплохой задел, который, я надеюсь, позволит нам работать и дальше вот в этом направлении. Ну, а вот результаты, да, этого труда, этого научного исследования, будут ли они доступны широкой Широкой аудитории? общественности? Да. Я думаю, разумеется, да, Хасан, а иначе как? Они опубликованы, результаты наших совместных с Тамерланом Таймуразовичем скопусовских статьях. И, конечно, из широкой общественности тоже не за 15 минут же мы можем их изложить, а если что-то будет более такое конкретное, безусловно, это надо сделать, тем более, что нас не должно удивлять то, что фактически тогда, в эпоху средней, поздней бронзы, наша территория, наша республики фактически импортировала и вещи, и отчасти, я бы сказал, идеи, и готовые слитки, скажем, металла. Если мы вспомним, что такое Кавказ, собственно, в глазах древних, сам с тех пор, как, собственно, история себя помнит, она знает термин «Кавказ». Возьмем древнегреческую историю, возьмем Троянскую войну и так далее. Как только создается земля, божественные вот эти вот структуры, согласно древнегреческим мифам, Титан Прометей приковывается верховным богом Зевсом к высокой скале на Кавказе. Соседской. К нашей. Почему к соседской? И мне сейчас интересно, как вы продолжите. Так, Из какого хорошо. металла была цепь, которой был прикован Прометей, да? Это не случайно, потому что в данном случае можно сказать, что Зевса можно понять. Потому что что сделал Прометей? Он научил людей, во-первых, дал им огонь. Дал огонь. Да. Во-вторых, он их научил лить металлы. Это считалось прерогативой только богов.
За это его здесь как раз и приковали. И у меня такое предчувствие, что он научил не просто людей, а вот наших, собственно, с вами земляков 3000 лет назад. Приятно слышать от ученого такие, да, наблюдения. Вот. Ну, я Поэтому- думаю, опять же, соседи оспорили бы сей факт. Ну, так уж, в Потом- таком регионе мы находимся. Согласен с вами. Каждый перетягивает на себя одеяло, и в том числе Прометея. Были попытки, потом были аргонавты. Если вы помните, они пришли сюда же на Кавказ за золотым руном для того, чтобы его у нас... Колхидским, да. Почему Колхидским? Как там нет? идет Кавказ, там идет Колхида. Да. И если Прометей прикован на Кавказе, Так. и сюда же прилетел Фрикс, сын богини облаков Нефелы греческой, то значит это тоже, собственно, Кавказ. Ага, вот так вот, хорошо. Да, совершенно верно. Уговорили. Скажите, ну, отойдем от мифов. Можно бесконечно продолжать нашу с вами беседу, увлекательную, но очень важно нам и зрителям понять, какую поддержку вам оказал Российский научный фонд вот в вашей такой тяжелой, кропотливой работе. Ну, здесь более точно, я думаю, скажет об этом Тамерлан. Российский научный фонд, значит, радует и то, что когда мы готовили проект, значит, ну, нужно сказать, это отдельная большая работа. И, честно говоря, у меня было мало надежды, что мы выиграем, потому что Российский научный фонд – это организация, ведущая организация в стране, которая поддерживает научные исследования. Но пробиться, получить грант – это порядка не более 10% вероятность. Но, к моему удивлению, наш проект был поддержан. И когда мы почитали мнение экспертов, значит, они были, я бы сказал, в такой превосходной форме. То есть это, значит, тема была актуальная, решаемая, и которая давала новые результаты в археологии. Как оказалось, не только в археологии, но вот и для нас, для физиков, тоже появились новые вопросы, которые нам будет очень интересно решить. А это такие узкоспециальные вопросы, или Да, мы да. можем озвучить их широкой аудитории опять Да же? нет, конечно, мы можем это озвучить, тут никакого секрета нет. Вот легирование материалов, так называемое, которое уже использовалось тогда, вот там какая-то уникальная методика, которая, в принципе, вот нам, может быть, и неизвестна, но, во всяком случае, мне. Потом, опять же, как я говорил, граница раздела разнородных материалов – это уровень нанотехнологий. То есть граница раздела – это размер 1, 2, 3, 4 атомов. Значит, это вот те технологии, которые доступны сегодня. И вот в этом плане я бы даже сказал так, если Хасан со мной согласится, этот проект дал не столько ответов, сколько вопросов. И открыл еще больше поля для исследований. Да. Я могу добавить, во-первых, согласен, безусловно, и термин нанотехнологии тоже здесь не полностью уместен, хотя и довольно, да, скажем, громкий. Фактически в некоторых случаях было напыление одного металла другим, когда, например, высокоуглеродистая сталь напылялась на часть железной полосы. И причем несколько раз подряд. И получались такие вот как бы участки меча, здесь речь идет об Аланском мече, где чередовались железо, сталь, потом опять железо, потом опять сталь. Такой слоеный пирог. Да, в результате получалось одновременно изделие и гибкое, и одновременно прочное, и одновременно и крепкое. Вот, в частности, это один из таких тоже И это, в общем-то, и показателей. есть один из тех вопросов, который возник в процессе. То есть как, да, каким образом это Да, удалось? выяснили, что, пока что мы считаем, что они делали это следующим образом. Закрывали те участки вот этой стальной, железной пока полосы Аланского меча, которая не должна была воздействию углерода, превращаться в мартенсид, в высокоуглеродистую сталь. Они ее закрывали глиной, просто замазывали. И оставляли только кромки, допустим, меча, которые вот сейчас должны стать стальными. И потом постепенно сдвигали вот эти границы. Ну и несколько еще новых, скажем так, технологий, моментов. В частности, та же сурьма, у нас в учебниках написано, что после XII века до нашей эры, X, она не используется на Кавказе в качестве украшения, поделок и предметов обихода.
А наши анализы показали, что она до раннескифского времени огромное количество предметов истории. Хочется, да. чтобы вот эти учебники были обогащены этой новой информацией. Как это сделать? Это очень легко сделать. Те, кто пишет учебники, это профессионалы, это историки, они читают литературу. Сейчас она доступна, и все это будет легко дополняться. Ну вот вы сказали, что открылось новое поле для исследования, а какие, собственно, планы? Да, понятно, что вероятность выиграть грант, она такая не самая большая, но все-таки уже есть пример успешной реализации проекта, и, возможно, это даст какие-то преференции, дополнительные возможности, чтобы дальше проводить исследования. Разумеется, да, это хороший задел, мы планируем. Грех остановиться на этом этапе. Тем более, что сейчас археология – это уже практически национальный проект в России. Очень много работ по археологии, раньше так не было, которые финансируются Российским научным фондом, Минобром и так далее, и так далее. То есть мы планируем, разумеется, подавать новый проект. Это без сомнений. Ну, надеемся, что ваши Держим инициативы за будут вас кулачки. поддержаны. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, и заодно хочется нашим телезрителям объяснить, что вот вы обращаетесь к Владимиру Хасан. Пожалуйста, Владимир Хасан, объясните для наших зрителей, извиняюсь. почему так случилось. Титр-то мы даем. Владимир. Ну, мы находимся в Осетии, поэтому у нас часто бывает по документам одно имя. А домашнее? В жизни как бы, ну, даже не то, что домашнее, это же не просто так в Осетии имена дают. Быка надо зарезать, стариков пригласить, бумажки в папаху бросить, помолиться, и потом что достали, вот это достали. А люди потом страдают. Вот. Вот и еще один ликбез от Владимира Хасана. Я Спасибо. бы, пользуясь случаем, в заключение хотел поблагодарить еще наших вот сотрудников, руководителя научно-исследовательского проектного отдела Алену Тедееву и Мурата Торчинова, потому что во время подготовки этого гранта там такой вал литературы был, ну, заполнение бумаг, очень много технической такой вот работы, переговоры с РНФ там и так далее. И они все вот это взяли на себя, и это освободило большое количество вот нашего времени, ну, может быть, для практической работы. Да, Спасибо им разумеется. большое. Спасибо вам большое за это интервью, за ваши исследования, которые, я уверена, прозвучат на весь мир. Спасибо большое, успехов вам в вашей работе. Ну, а мы прервемся на небольшую рекламу и сразу после продолжим наш эфир. Не переключайтесь. Зима в Северной Осетии не часто балует нас снегом, но на Старый Новый год мороз все же дал о себе знать. Ну, хоть немного вспомнили, что такое настоящая зима. Да, ну и хотя крещенская неделя традиционно бывает морозная, в этот раз уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Тем не менее, за время холодов, да и за время новогодних выходных возросла заболеваемость в нашей республике. 80% обратившихся за медицинской помощью – это дети. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией все-таки низкие. Это в основном ОРЗ, ОРВИ. Так заявил руководитель управления Роспотребнадзора Республики Алан Тибилов. А по данным Минобра, сейчас на карантин в регионе закрыто 4 детских сада и 1 школа. Но, кто знает, уже завтра ситуация может поменяться. Об этом говорит Элла Алибекова. Ну а Сергей Миняйло поручил проанализировать ситуацию и при необходимости перевести образовательные учреждения на дистанционное обучение. Многие радуются снегу, отправляются в горы, кто-то покататься на санках, ватрушках, ледянках, на лыжах, бордах, кто-то просто погулять. В любом случае нужно беречься. А вот как именно, узнаем у нашего сегодняшнего гостя. Александр Петрович Глазов, начальник, один из начальников нашего управления МЧС. Да? Пожалуйста, вам и Добрый карты в руки, как говорится. Как провели, кстати, все эти праздничные Новогодние выходные. дни? Были ли они для вас выходными? Аврально? Спортивно, бурно, весело. Но это было как-то связано с вашей профессией, с вашей занятостью профессиональной? Слава богу, нет. Честно скажу. Чему мы да. несказанно рады. Ну, хочется задать такие вопросы. Сейчас в регионе было очень много туристов, кто-то приезжал там покататься на лыжах, ну, снег вот только недавно у нас Кто-то еще не уехал? порадовал, да, кто-то еще не уехал. И хотя, конечно, погода стремительно идет в плюс,
Тем не менее, хочется, чтобы вы дали какой-то такой мини-инструктаж, как правильно вести себя в горах, даже если человек приехал просто отдохнуть, ну, как минимум, низкие температуры, может человек обморожение получить, различные травмы и так далее. Вот что можно и чего нельзя делать в горах? Ну, во-первых, одеваться надо и по сезону, и смотреть постоянно на градусник. Как вы сами сейчас видите, температура от дня ко дню у нас меняется чуть ли не на 10 градусов. Соответственно, надо быть готовым. И если вы планируете длительный выход в высокогорье, естественно, надо как можно больше теплых вещей. Главное, чтобы вы дотащили, как говорится. Второе. Если опытный человек, ну, естественно, особо рассказывать не надо, но когда приезжают любители в первый раз, редко приезжают, либо с кем-то более опытным приехали, потом решили сами поехать, уже чувствуя, что вот они вот такие молодцы, хорошие. Это очень хорошо, во-первых, что они едут. Но это очень опасное чувство. Самоуверенность. Да. Излишняя самоуверенность, опасное чувство. А самоуверенность — это нормально. Человек, во-первых, должен преодолевать В самого горах? себя, в том числе и в горах. Тем более в горах. Ну, хорошо. Человек должен самого себя преодолевать всегда. Может быть, за этим в горы ходят. То есть всегда нужно иметь запас. Запас по вещам, запас по питанию, запас по каким-то своим внутренним силам, то есть пытаться чувствовать, что ты можешь еще ого-го, но лучше не делать этого. Вот это вот сделали, вернулись, посидели, отдохнули, посмотрели, как вы себя дальше будете чувствовать. Есть еще нюанс медицинские показания. Ну, естественно, если вы хотите что-то более экстремальное, как говорится, в обязательном порядке необходимо заключение врача. Так, подождите, более экстремально — это достаточно расплывчатое Да, определение. конкретнее. Да. Если, скажем так, обыкновенный выезд в горы, это выезд в высокогорную гостиницу, это общение с какими-нибудь гидами, инструкторами, хотя бы с работниками этой гостиницы, которые рекомендуют какие-то выходы. Более экстремальные — это когда вы берете с собой палаточку, когда выдвигаетесь на несколько Мне уже дней. зябко. Да, на несколько дней. Кстати, вот именно в эти дни новогодние, вот в эти морозы, которые у нас в городе были минус 13, люди ходили на Казбек. Ходили на Казбек. Да, слава богу, вернулись, все нормально. То есть достаточно опытные были инструктора у них, группы подготовленные, то есть ничего нету сверхъестественного. Человек может очень многое, если есть желание, если есть опыт. Поэтому То есть наличие инструктора — это обязательное условие? для неопытной группы обязательное. Если вы не знаете маршрута, не знаете района, не надо, как говорится, судьбу за хвост дергать. А если в Да. запасе мешок самоуверенности? Тем более. Тем более. Еще раз подчеркиваю, если вы не очень часто выходите в горы, если вы в этом районе, даже часто выходите, но в этом районе в горах вы первый раз, не стесняйтесь. Как минимум возьмите консультацию. Вот у вас мы ее, собственно, и берем. Давайте предметно пойдем. Вот у нас есть там памятка, что с собой брать в горы. Ну, что в первую очередь это одежда, наверное, да? Конечно. Как конечно. мы должны быть укомплектованы с точки зрения вот С точки зрения амуниции? одежды, обуви. У меня был такой печальный опыт, когда я пошла на восхождение в кедах. Это было ужасно. Так вот у кого мешок самоуверенности, понятно. Ну, во-первых, как правильно подбирать одежду? Ну, есть два варианта. Либо снизу вверх, либо сверху вниз. Давайте снизу вверх. Ноги должны С быть в обуви, тепле. Все правильно. Обувь должна, во-первых, быть по сезону, во-вторых, быть в обязательном порядке комфортная. Ну вот Алане в кроссовках комфортно. Не было кроссовок, не До было мне определенного комфортно. момента. Вот это самое главное, до определенного момента. Комфорт в городе, комфорт даже на прогулках каких-то, в районе того же Цея у нас, по низам, как говорится, сходить до канаточки, сходить по туристической тропе нашей в сторону ледника. Это один уровень обуви. Если вы выходите чуть-чуть повыше, это уже совсем другой уровень.
Если вы хотите выйти, любители гор меня поймут, в верхний цирк Цейского ледника, это уже 3-й уровень. Там не просто обувь нужна, там нужны еще и кошки ледовые, там нужны какие-то дополнительные вещи в виде снаряжения альпинистского и некоторые другие нюансы. Ну так высоко мы не пойдем, давайте останемся. Да мы не пойдем, а наши телезрители, возможно, пойдут. Ну, я думаю, те, у кого там в запасе кошки, они понимают, как им себя вести в горах. Будем скорее всего. надеяться. К сожалению, А не вот всегда. Не всегда, ведь Александр, К сожалению, человек с это- опытом говорит. А какие вообще вот на вашей памяти случаи, как, скажем, меняется статистика в плане каких-то несчастных случаев, улучшается положение дел или примерно одинаково все Прибывает ли осознанность? За 40 лет, которые я занимаюсь горами, в общем-то, было много разного. Были какие-то всплески несчастных случаев, к сожалению. Были, наоборот, затишья. Как правило, это связано с общим не настроением даже, общим восприятием людей горного отдыха, скажем так. Естественно, чем больше люди ходят в горы, тем больше вероятности несчастного случая. А сегодня мы какую стадию переживаем? Подъем, активный подъем, причем во всех видах и горного спорта. Подъем и информированности, осознанности или подъем количества Просто желающих интересно, покорить да. горы? К сожалению, общий подъем. Общий. Кто-то насмотрелся просто телепередач, фильмов, там особенно блокбастеров каких-то страшных, и решил, что я хуже, что ли, побежал. Кто-то более внимательно к себе начинает относиться, выходит с инструкторами, с какими-то с гидами. Кто-то еще более серьезно начинает относиться, занимается спортивной подготовкой, то есть проходит курс изначально занятий, а потом только идет в горы. А мы можем составить психологический портрет того человека, вот тех, кто в группе риска? Вот вы за 40 лет их повидали, наверное, да? Это может быть возрастная какая-то категория, характеристика или что? Что Что людей толкает человека толкает, на да. неоправданный риск? Неоправданный риск, он может быть везде. Извините, и человек переходит улицу в неположенном месте. Это тоже неоправданный риск. Но если брать в отношении гор, неоправданный риск бывает практически у всех. В той или иной степени, естественно. Естественно, более опытные люди, для них это может быть оправдано, потому что они знают, что я по бревну, что ли, не пройду. 25 лет он проходил, потом перестал это делать. Так, понятно, мы все в зоне риска, но вот мы уже обсудили, кошек, снаряжение мы не затронули, то есть что мы должны с собой положить вот в этот вещмешок, я не знаю, как правильно он называется, и, может быть, как-то известить вашу службу о том, что мы собираемся куда-то далеко и высоко. Абсолютно правильно заметили. То есть любой выход в высокогорную зону, если он официальный, как говорится. Да. А лучше бы он был официальный? Положено так, чтобы был официальный. Это понятно, что за каждым не уследишь. Каждый человек, как говорится, сам себе злобный Буратино, может быть. Всякое бывает в жизни. Но тем не менее. То есть любой выход в высокогорную зону, особенно если этот выход планируется на высоту от 2500 метров и выше, в обязательном порядке желательно, чтобы он регистрировался в органах местного МЧС. Это есть официальные сайты МЧС, на них просто надо зайти, дать И в электронной форме подать заявку, да? подать свои А заявки. что касается вот этого снаряжения, которое мы берем с собой, вдруг что мы оказались в какой-то нехоженной местности, вокруг дикие звери? я не знаю. Если вы планируете такие тяжелые длинные выходы, в обязательном порядке надо взять обязательно теплые какие-то вещи, обязательно взять какие-то горелки, какие-то газовые баллончики. Сигналки, что это? Сигнал. Сигнальные огни, чем подавать? Не знаю, Мобильным телефоном. я тоже пересмотрела фильмы, видимо, тех же самых блокбастеров. Сигнальные огни можно подавать, если вы планируете не очень, скажем так, далеко уходить. Потому что кому вы потом подадите эти сигнальные огни, если в ближайшие Высшим 15 силам. километров Нравится никого не оптимизм будет? Александра. Он видел уже в жизни все, поэтому его ничем не удивить. С легкой ироничной нотой.
Ну, наверное, это уже издержки Профессии. Да, мы приветствуем всегда. А вот вы чаще всего имеете уже дело с последствиями какой-то человеческой неосторожности и неоправданного риска, и когда-то это бывает спасение, слава богу, живого человека, иногда это бывает уже, к сожалению, с летальным исходом, и это бывает зачастую очень сложный процесс. То есть если уже подключают вашу службу, значит случай непростой. Ну, самые тяжелые, самые сложные спасательные операции бывают в горах. Это всегда так, к сожалению. Чем выше, чем сложнее маршруты, которые проходят люди, спасателям тоже туда надо подходить, тоже брать. Бывает, конечно, возможность, что можно сработать с вертолета, но это тоже достаточно рискованно. Но, тем не менее, мы этим пользуемся, работаем, и с вертолета тоже. Это, естественно, гораздо быстрее получается, удобнее. Но если погода плохая, приходится точно так же подходить. Если человек 2 дня шел к этому То идти месту до своей него 2 дня. аварии, да, любому другому тоже идти примерно такое же время. Это всегда надо учитывать и всегда понимать степень риска. Ну, это всегда риск и для самих спасателей, очень серьезно. Ну, если человек попал в такую ситуацию, значит, там такое место, что может случиться. Естественно, для спасателей тоже это достаточно серьезный риск. Мне кажется, исчерпывающе. Тебе нет? От вас, может быть, отеческое напутствие какое-то для наших телезрителей, потому что зима, она уже как бы здесь, и кончится она не скоро, а в горах там вообще до какого месяца бывают вот эти вот восхождения? Круглый Весны. год. Круглый Ну, год. я имею в виду, вот когда это опасно, когда это сопряжено вот со снежной погодой и прочее. Ну, со снежной погодой. Вот, например, сейчас достаточно много снега единовременно выпало. В ближайшее время резкое повышение температуры будет. Соответственно, угроза схода лавин повышается. Гораздо выше. И это тоже надо учитывать и понимать. Поэтому в зимнее время, осенью, весной должны ходить только люди, которые очень много и долго ходили в горы летом. Вот когда им хочется еще дополнительного риска, ну, пускай тогда уже думают. То есть они уже опытные люди, они уже представляют, что может случиться, а это им как бы дополнительная нагрузка. Но хочется напомнить опытным людям, которые и летом ходят, и снег видят летом в горах, что и на старуху бывает, сами знаете что. Вот, спасибо вам еще раз огромное. С вами прощаемся. Вам спасибо. Спасибо. И надеемся, что тех, кто подвергает себя неоправданному риску, в вашей работе будет поменьше. И работы, Поменьше. соответственно, И у вас работы. меньше. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Что ж, а мы продолжаем наш эфир. Да, и у Мияги и Эндшпиль несколько дней назад вышел новый альбом. Вот как ты считаешь, правильно произнести narrative или нарратив? Нарратив, мне кажется, да. Красивое И слово. сразу стал этот альбом, одной из самых успешных новинок на Яндекс.Музыке. За первые 3 дня после релиза альбом собрал около 120 тысяч лайков от слушателей. И вот ты, как главный меломан, мне интересно, уже приложила свое ушко к... Спасибо за звание главного меломана, честно Ну, из нас говоря. двоих так точно. Я послушала несколько треков, они довольно-таки приятные, но я предлагаю послушать опрос наших телезрителей и как они отреагировали. Те, кто восприняли. приложил ушко. Кто всё-таки. уже конкретно приложил Ага, ушко. да. Я думаю, что там меломаны гораздо серьезнее, Ну, чем давай. я. Потягаемся. Нет. Нет, да, было бы интересно. Слушали. И как вам? Нормально. Какая песня больше всего зашла? Круговорот. Полностью, но песню еще не помню. Вот мне Одна понравилась песня понравилась. Кауков, пока что называется. А мне Пронзай понравилась. Ну, в основном всем все понравилось. Но у меня еще впереди, собственно, все. Оставила на десерт. А еще к новостям сегодняшним. Это то, что сегодня в России заработала полномасштабная версия отечественного аналога Википедии Рувики. Как ударять? Рувики. С лета прошлого года сайт был на стадии бета-тестирования, и сегодня оно официально завершилось. Ты как думаешь, сможет ли русифицированная энциклопедия стать полноценной заменой зарубежному исходнику? Ну, мне кажется, что у них там в планах
момент. Персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, личный кабинет пользователя, видео, подкасты. Но мне кажется, смогут они, если возьмутся дружно. Ну и плюс мы с тобой занимаемся в данный момент популяризацией Рувики. И не только этого проекта. Мы сейчас будем говорить об очень интересном проекте, который тоже хотелось бы популяризировать. Так, Да, отлично. популяризировать. Дело в том, что вот местные гуру цифровизации, ну как местные, условно местные гуру цифровизации, не сидят сложа руки. И вот, как я понимаю, новое приложение по изучению астинского языка нас ожидает. И вот давай авторы расскажут, которые у нас на связи по скайпу, о своем детище сами. Здравствуйте. Здравствуйте, Милана, Магомед. Здравствуйте, приятно вас видеть, приятно вас слышать. И такое прекрасное начинание от вас, как приложение для изучения языков, и в частности осетинского языка. Расскажите о зарождении идеи, с чего все начиналось и к чем чему все закончится. пришло, да, к чему сейчас пришло. Да, на самом деле идея и само приложение пришло совершенно случайно. Вот, у нас изначально было мобильное приложение по обучению детей общеобразовательным предметам, и мы между делом с моим партнером, который является представителем абхазской национальности, вот, говорили о том, что подрастающее поколение вообще не говорит на родном языке, и в шутку сказали: а давай сделаем. Вот, и буквально за 2 месяца делали продукт, вот, в приложении первом. И оно получило очень большую популярность, виральность, и порядка 5000 пользователей у нас проходило обучение именно языкам различных национальностей. Вот, и после этого мы поняли, что точно стоит делать отдельный продукт, посвященный родным языкам, да, различных национальностей, проживающих на территории РФ. Вот, и так родилось приложение, которое мы выпустили 31 декабря, родной язык, в котором есть осетинский. Угу. А на сегодняшний день какие языки уже есть в приложении? На текущий момент у нас добавлены абхазский язык, осетинский. Вот. В ближайшее время у нас будут выпущены татарский, чеченский, затем различные языки национальности Дагестана, да, там многонациональная республика. Вот, соответственно, и к концу года мы планируем сделать 25 языков. Ого. А у меня вопрос такой личный, потому что я время от времени загружаю себе приложение, где пытаюсь старательно изучать осетинский родной язык, доучивать, так скажем, и они рано или поздно прекращают свое функционирование, скажем, умирают в моем телефоне. Вот ваше приложение это не ожидает? Зачастую, на самом деле, проблема этих приложений, что в определенный момент заканчивается финансирование. Вот. Мы именно для того, чтобы поддерживать наш продукт, сделали его платным. Да, специально к эфиру, кстати, снизили стоимость в 3 раза, чтобы проще попробовать, дать младшим или старшим. Вот. Но при этом у нас планы достаточно серьезные, плюс у нас есть еще поддержка в виде наших партнеров, венчурной стартап-студии Фундариум во главе с Вахтангом Тужба. Вот, поэтому, по крайней мере, планы у нас достаточно серьезные, вот, и останавливаться мы не планируем. И амбициозные. Милана, Да. к вам хочу обратиться. Расскажите о вашем участии в проекте и вообще в целом о команде проекта, кто вошел в состав. Да, здравствуйте, меня зовут Милана. Я вообще, признаюсь честно, я не знала осетинский язык. В моем арсенале всегда стабильно были фразы «о», «на», «а», «божнак». Вот. И когда Магомед пришел ко мне с этой идеей, я сначала очень испугалась, потому что человек не знающий, но я решила взять из этого выгоду, выучить осетинский язык и пригласила для эффективного создания приложения мою подругу и коллегу Фатиму Колиеву. Она знает осетинский, вот, она имела опыт в составлении заданий, она преподаватель английского, вот, и поэтому мы с ним вместе создавали эту конкретную игру. В самом начале мы создали героев. У нас есть мальчик Сослан, у нас есть девочка Агунда и есть бабушка Дзараса. Мы специально дали им осетинские имена, чтобы именно наши родные всегда знали, что это наши осетинские имена. Вот. А дальше уже пошло это создание концепции, формирование каких-то заданий. Вот. Начали с
букв, дальше уже пошли к каким-то простым словам, поздороваться, попрощаться. Вот. Дальше у нас, конечно, большой-большой план. Хотим продвигать это приложение, хотим продвигать остинский язык и, конечно же, изучать можно больше и больше. Вот. И чтобы, конечно же, ровесники, извините, чтобы ровесники, младшее поколение смогли изучать остинский язык и не забывать свою культуру. Нет, я не буду сейчас, как ты ожидала, пенять на бабушку Нет, я хотела Дзерасу. просто... Нет, момент. Я просто сейчас задумалась, в каком родстве находилась Дзераса и Агунда. Я хотела просто Вы по помните? блату Милана попросить следующего персонажа назвать Алана. Пожалуйста, Дзераса уже есть. Можно, пожалуйста, Алану добавить? Вот... Еще мне интересно, момент. Да. Милана, я вас так просто не отпущу. Скажите, а вот как успехи в остинском языке? Вы уже так... Апгрейд случился? Конечно, случилось. Я сразу же, когда начала готовиться к этим урокам, заданиям, я сразу своей семье звонила и говорила: я узнала слово «шар», я узнала слово «бал». И вот так вот, таким вот образом, каждый раз, когда я что-то новое узнавала при составлении уроков, сразу шел звонок моей семье. Ну, мы так поняли, что приложение, оно работает в игровой именно форме, да? Да, оно вообще предназначено для детей. Вот, то есть у нас база идет на... Давай, Магомед, это расскажете? Да, на самом деле изначально мы делали приложение для детей, вот в рамках первого нашего приложения. Но по статистике увидели, что популярностью пользуются больше у взрослых. Поэтому решили переориентироваться немного. И сейчас оно доступно для возрастной категории, на самом деле в основном взрослых, но при этом детям также ровным счетом это все интересно. А про игровой формат мы вдохновлялись таким приложением, если знаете, Duolingo. Это самое популярное приложение по изучению различным языкам с месячной аудиторией 400 миллионов. Вот. И мы вдохновились именно, наверное, с точки зрения подхода к обучению, а уже Милана и наша команда методистов, они старались интегрировать осетинскую культуру и язык в те механики, которые признаны во всем мире. Как-то так. А какое количество пользователей на сегодняшний день есть уже в приложении? Да, у нас в первом приложении обучения языковые именно различных национальностей прошло 5000 пользователей. В новом, который мы посвятили исключительно родным языкам, так и называется родной язык приложения, да, уже больше 1000 пользователей. Мы растем каждый день. И уже сегодня +2 будет. Да, 100%. 100%. Вы еще не скачали? Еще пока нет, но мы исправимся. Мы имели в виду операторов. Мы исправимся. И хотелось бы, чтобы вы рассказали, есть ли какие-то партнеры у вашего проекта, планируете ли какие-то партнерства, коллабы? На самом деле, зачастую партнерами для нас на начальном этапе выступают как раз-таки эксперты, носители языка, либо активисты, которые помогают нам протестировать первую, так сказать, очередь уроков, в частности, вот какой была Милана, да, в самом начале. А также большую поддержку достаточно часто мы ощущаем от различных землячеств, диаспор, фондов сохранения культуры и языка. Сейчас мы планируем достаточно много интеграции в маркетинге, да, это хорошо знакомые всем блогеры, либо медийные личности из мира юмора, стендапа и так далее. Вот, как-то так. А планами поделитесь? Или испугались вдруг, что мы у вас какой-то план, да, возьмем, воплотим с Аланой, даже за бабушку Дзерасу? Нет, я с удовольствием поделюсь с планами. Что касается осетинского языка, мы хотим и работаем активно над тем, чтобы сделать отдельное направление, отдельную команду, которая полностью закрывает цикл разработки и продвижения осетинского языка, потому что мы увидели определенный потенциал в этом направлении. Что касается мобильного приложения «Родной язык», то это, как я сказал, добавление 25 языков. Это на самом деле непростая задача, но сейчас нам активно помогает искусственный интеллект и нейросети, которые мы как раз-таки учим этим языкам, и они вместе с нашей командой помогают нам повышать нашу эффективность. Вот. Ну и много-много уроков. Например, до конца года хотим сделать 1000 уроков по осетинскому языку. Вот. Такие амбициозные планы. Мы вам желаем успехов, достигнуть всего намеченного. И такие, мне кажется, вы уже сами полиглотами станете такими темпами. Так, еще раз, как вас найти на платформах?
Ну, мы доступны в Apple Store и Google Play. Наше приложение называется «Родной язык». Вот, «Понимай и говори». Ну и также сайт родной.фан. Можете зайти и скачать. Спасибо вам большое. Спасибо Благодарим вам. за беседу и за вашу работу, ребят. Да. Спасибо. Зеран, планы на вечер у нас уже определены. Я все еще Сейчас- пытаюсь пережить бабушку Дзеранскую. Сейчас. А я все-таки надеюсь, что попаду в приложение. Но сейчас вот первым делом вот начнем скачивать приложение и играть. 100%. Ну, что ж, Надеемся, и вы. да, наше эфирное время подошло к концу. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Увидимся с вами совсем скоро.